Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта чарговы талаковы эфір. Ёсць праблема. Беларускае грамадства падзеленае, грамадзяне ізаляваныя ад распрацоўкі канцэпцыі будучага сваёй краіны. Але Беларусь, будучыні на якім распрацаваць гэтыя канцэпцыі будучыня і знайсці новыя ідэі развіцця сваёй краіны. І каб неабходна, як мінімум, Відно, арганізатары і тыя, хто раз запланаваў правесці такі форум, распачалі краўдфандинг на платформе Талака Бай. 15 тысяч рублёў плануюць сабраць. Пра тое, навошта ўсё ж такі гэты форум, якія яго мэты. Маім сённяшнім гостем, кіраўніком праекта па арганізацыі і правядзенні форума «Беларусь будучыні» Александром Куцевым. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Спадар Александр, давайте все ж таки про форум. Кто инициатор, у кого народилась идея провести такой форум? Ну, идея моя. Полностью как бы рождена мною, исходя из размышлений. Из таких размышлений, что Беларусь, на мой взгляд, очень... Потому что, как вы знаете, существует даже там концепции холодной гражданской войны происходит. И диалог необходим. И задумалось создать такую площадку для открытого разговора о будущем. Потому что любое движение, любой проект начинается, ну, грубо говоря, с его конструирования, да? А после того, как есть мастер сконструировал, он уже может приступать к исполнению своей задумки. Вот приблизительно такие подходы были. Катя, калі казаць пра нейкія такія пляцоўкі для абмеркавання, як мне падаецца, на першы погляд, можа я просто недастаткова абазнаны, але іх дастаткова, пачынаючы ад буйных мерапрыемстваў, як мінскі дыялог, дыскусіі, ёсць іншыя бокі, ёсць дыскусіі на розных, там, я не ведаю, там, СМІ. Вось у нас, да прыкладу, ідзе штотыднёва праграма ідэі, адмысловыя людзі, выбітныя нацыянальную ідэю Беларусі. Чаму вы лічыце, што неабходны яшчэ одна пляцоўка? Форум задуман глобальный. То есть, как бы, по сути, объединяющие все эти идеи, о которых вы говорите. И я-то задумал его как ежегодный, по той причине, что интересно. Каждый год, например, раз или чаще говорить о будущем. Я знаю существование, например, там, бизнес будущего, да, очень как бы интересовался этим форумом, но он узкоспециализированный. А ведь в Беларуси это ж намного больше. Это ж одновременно и национальная идея. О вашем разговоре в студии я как бы, да, и знаю, и слушаю часто. И это и политика, это экономика, и они взаимосвязаны и переплетены. И поэтому нельзя сказать, что задуманный форум — это речь о чем-то. Это о Беларуси вообще. Добре. З другого боку зойдем. В основном я ведаю, что за организацию таких масштабных форумов берутся, ну, альбо нейкие там организации, там нейкие, уже не кажу про палітычныя партии, але нейкие экспертные там групповки, институты, ну, ці просто шэраг нейких там 5-10 таких завод. Не страшно было нават подумать про то, как замахнуться на такий глобальный форум. Ну, один в поле не воин, это ровно. И, в общем-то, я понимаю всю как бы рисковость своей ситуации, и поэтому и на краудфандинг сумма обозначена достаточно символическая. Если так уже говорить, то я так прикинул, так хорошо, если на эти деньги можно будет на 2 дня снять приличный зал. Есть замечательная, на мой взгляд, мысль, которую я не могу никак отказаться, что Беларусь повинны робить белорусы. Сегодня у меня уже на Facebook
критиковали из-за слова там «рабить» и из-за белорусы. Потому что действительно нашу страну населяют, в смысле живут, извиняюсь, в нашей стране не только белорусы, да, и те, кто имеет гражданство, они же не обязательно должны быть или являются белорусами. Вот. А слоган у меня получается достаточно такой... Ну, мы разумеем, што укладывалася грамадзяне Беларусі, але Люди словом живы. не будешь напихивать десяток лишних слов. Абсолютно правильно. И, так вот, концепция заключается в том, что какой-нибудь институт, как правило, если он не государственный, он, как правило, чаще всего живет за счет внешнего финансирования, ищет извне. Моя же концепция достаточно принципиальна, и мне кажется, что спустя столько лет, десятилетий после того, как Беларусь объявила о незалежности, мы опять вынуждены говорить, возвращаться к тому, что мы ответственны за эту страну. Отсюда, в общем-то, и финансирование. Были разговоры, предварительные разговоры, возможности обратиться, как всегда, за грантом в какой-нибудь фонд. Но я посчитал, что это будет просто сломана концепция. Потому что мы должны, в общем-то, жить по тем лекалам, которые, в общем-то, сами нарисуем. Я читаю опісанне праекта і от бачу адразу мяне як от чалавек, які займаецца гэтай тэматыкай, вельмі ўражвае. На форуме сустрэнуцца десяткі яркіх спікераў, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, МЗС, Мінінформ, незалежныя эксперты ў сферы паліталогіі і гэтак далей. А у вас уже есть вот этот спис и домовленность с людьми, которые там уже на низком старте чекают только, коли квитки взять на самолет? Ну, таких нет. Но, естественно, я бы не стал выходить на платформу Толока, если бы у меня не было предварительных разговоров. И это просто вывесить идею, и за месяц просто даже свое имя можно... слегка скомпрометировать, если совсем ничего не получится. Поэтому я вел переговоры с разными людьми, с государственными структурами нет, но однозначно буду направлять не только я, но и оргкомитет, который вот практически вокруг меня формируется. Будем направлять приглашения и в МИД, как написано, и в Мининформ. То есть те структуры государственные, в ведомстве которых находятся вот те темы, как это прежде всего незалежность, беспека, незалежность, беспека и информационная война. Это основная тема форума. Сегодня у нас 12 лютага. Паводле вашего плана форум вы хотите провести 15 сакавіка. Ну, фактично, праз месяц. За месяц справитесь зрабіць? Все зависит от финансирования, безусловно, но дата определена не случайно, как там, в общем-то, и написано в описании этого проекта, потому что 15 марта состоится, ну, очень значительная, выдающаяся дата. Это 25-летие принятия Конституции независимой Беларуси. Это очень значимое событие. И я, естественно, пытался к нему привязать это мероприятие. Вот добрый форум, добрая идея и добрая докладная такая актуальная тематика, незалежность, бяспека, информационная война, все как вот як специально под сегодняшний день подобранное. Тем не меньше, вот экспертный форум читает человек и там вырашае, на якую ідэю на платформе Бай, на Толоце Бай на платформе на этой дать грошы. И думая, ну вот эксперты, навукоўцы, палітолагі збяруцца, і вот што, вот сапраўды яны здолеюць там цягам 2 дзён выпрацаваць канцэпт будучыні Беларусі, вот светлай касмічнай Беларусі. Нет, конечно. Нет, конечно, но каждая дорога начинается с первого шага. И, в общем-то, так громко заявить, ну, по крайней мере, в публичном пространстве о том, что это необходимо делать, это уже самодостаточно. Достаточно.
в концепцию заложена еще и семинарская работа, где, в общем-то, будет то, и я, честно говоря, вот ее боюсь больше всего, потому что, зная наши, в общем-то, реалии, мы понимаем, там либо может получиться либо крик, либо скандал, либо то, в чем мы живем. А идея форума созидательная. Созидательная. Я и пишу об этом, и говорю, что все силы приложу на то, чтобы это было конструктивно. Потому что критиковать — это далеко ходить не надо. Особенно в интернете, так там и позитивных моментов сложно найти. Вот вы сказали, что 15 тысяч рублей, сумма, якая закладзеная на збор сродкаў, гэта, ну, может быть, хопіць, каб зал добры арендаваць. Обращаться будем. Будем обращаться. И коль задумано так, что Беларусь повинна рабіць беларусы, то, конечно, есть надежда, что и бизнесы, и просто люди, прилично зарабатывающие. Вот. Я исходил сам из того, что, да, если бы у меня, как иногда бывало, было бы достаточно денег, я бы его и за свои организовал. Потому что я чувствую необходимость вот этого диалога и конструктивного пути. То есть мы не будем считать с вами, что происходит, например, там, в оппозиции или в гражданском обществе, как там идет определенная борьба за ресурсы. Я по складу человек такой, что мне и по опыту работы, что мне важно понять, для чего, а потом уже отвечать на вопрос «как». И поэтому вот определить как бы видение Беларуси хотя бы в определенных штрихами, мазками. В стране огромное количество, очень много умных, образованных, удивительных людей европейского и мирового уровня. Другое дело, что мы когда как бы это, в общем-то, используем, и, ну, совсем никак. То есть, таким чынам, экспертная спрэчка, экспертныя некія там дыскусіі, развагі, яны павінны быць. І павінны быць для таго, каб не хтосьці нас звонку фінансаваў, там, падштурхоўваў да гэтых дыскусій, а мы самі гэта ўсё рабілі. Да, я хочу, именно через платформу, в том числе через это действие, ну, люди задумались, что в конце концов, если мы собираемся что-то делать, это не значит, что покритиковать в Фейсбуке или еще что-нибудь. Это надо, ну, не знаю, там, 20 рублей отложить вместо 2 чашек кофе, прийти, принять участие, если ты человек неравнодушный, и тебе эти вопросы. Таким чынам прыходзім да высновы, што не толькі чарка і шкварка важна і разумовая праца, дыскусія, і для таго, каб дыскусія гэта адбылася, мы раім вам падтрымаць рублём, не выпіць пару кубкаў кавы, форум «Беларусь будучага. Шляхі развіцця грамадства і дзяржавы». Гэта быў талаковы эфір. Заходзьце на Талакабай, знойдзеце там, куды пакласці свае грошы. У нас у гасцях быў кіраўнік праекта па арганізацыі правядзення Александр. До сустрэчы.